Мужское здоровье, в принципе, именно по состоянию предстательной железы, по так называемому простатиту, в этом контексте оно становится коммерческим. То есть зачастую ставятся клинические диагнозы, хронический простатит по набору определенных симптомов, да, беспокоящих мужчину. Соответственно, лечение по поводу простатита, да, и это все на самом деле кучу различных исследований, потом сам комплекс лечения бывает достаточно объемный, не включающий именно то, что необходимо данному мужчину, без учета его, например, даже возраста, да. Но я понимаю, когда мужчина лет 50, да, за 50, скажем так, то тогда, да, там могут быть определенные возрастные изменения в предстательной железе, которые могут проявляться определенными симптомами. Но, допустим, если молодой человек, 20 лет, или даже 18 лет, да, порой к нам 23 года очень часто, вот от 20 до 25 лет прибегают ребята, которым поставили диагноз хронический простатит, которые уже прошли определенный этап, курс лечения, и при этом минимальна эффективность. Их определенные симптомы беспокоят. Хотя им пришлось достаточно много пройти исследований, дорогостоящее лечение, а симптоматика как была, так и остается. Потому что на самом деле, когда мы начинаем вот этот клубок симптомов и откуда эти симптомы появились, разворачивать, тогда выясняется, что здесь предстательная железа вообще никакого отношения не имеет. И так называемый холодовой фактор, который у нас здесь на севере, он тоже имеет причины появления симптомов совершенно с другой стороны. Дело в том, что те проблемы, которые появляются, они немножко завуалированы. И почему-то акцент сделан на предстательную железу. Хотя по большинству своему предстательная железа далеко молчаливый орган. Почему трудна диагностика рака предстательной железы? Казалось бы, это серьезный онкологический процесс. Но вот тогда, если простата такая чувствительная сама по себе, да, если при воспалении простаты она проявляет какую-то симптоматику, ну уж тогда при опухоли злокачественной, при раке, она должна себя еще более активнее проявить. А тем не менее, диагностика затрудненная. Почему? Потому что рак предстательной железы, он дает симптомы только на поздних стадиях. На ранних стадиях его выявить бывает очень сложно. Возникает такой вот момент, да, что почему-то простатит пациенты прибегают, а при раке предстательной железы, как правило, очень, не всегда оно выявляется именно на ранних стадиях, к сожалению, на более поздних. Вот, и здесь тоже возникает в этом отношении множество вопросов. А если вообще вот у данного молодого человека 22 года простатит, или это симптомы, связанные с другими процессами? А вот какими процессами? Да, мы затронули такую тему, да, в республике, как холодовой фактор. И тенденция моды, да, там более такие облегающие тонкие штаны, да, там обувь, соответственно, даже вот зимой в кроссовках ходят, да. Потом, у нас тут в различных заведениях, да, выходит народ покурить, да, там на улицу, стоят, там забежали, то есть вот этим из машины в здание, да, зачастую в машине ездят тоже более так налегке одетые мужчины, да. Здесь как раз холодовой фактор воздействует, говорит, у меня ноги замерзли, и появилась симптоматика, то есть там учащенное мочеиспускание, или там проблемы с мочеиспусканием, жжение и рези в канале, боли. Очень часто обращаются с болевым синдромом. Там, у меня есть боли в органах мошонки, в области прямой кишки, в промежности. И вот как раз вот эта симптоматика болевая, она зачастую не бывает, особенно у молодых, это касательно молодых людей, не связана именно с заболеваниями предстательной железы. Оно бывает зачастую связано именно с поражением нервных волокон, идущих с пояснично-крестцового отдела позвоночника. То есть проблемы, скажем так, пояснично-крестцового отдела позвоночника.
Потому что любой орган в нашей системе, да, и в том числе и предстательная железа, которая относится к органам малого таза, оно регулируется, управляется центральной нервной системой. И вот как раз камень преткновения для наших мужчин – это пояснично-крестцовый отдел позвоночника. И если брать, допустим, проблемы этого отдела позвоночника и простатита, вот как раз, наверное, у молодых людей молодого возраста такой приличный процент симптоматики так называемого простатита на самом деле является симптомами заболеваний, как раз связанных с позвоночником, с пояснично-крестцовым отделом позвоночника. Поэтому, соответственно, этот отдел очень хорошо реагирует на холодовые моменты. Но опять-таки это не у всех пациентов, потому что бывают изначальные проблемы, связанные с пояснично-крестцовым отделом. Есть такое врожденная такая патология. Это, оно до сих пор не имеет единой классификации, это дисплазия соединительной ткани. Это когда происходят изменения врожденные, пороки развития аномалий в костно-суставной системе. И вот как раз пояснично-крестцовый отдел, он очень часто подвержен определенным порокам развития. Там очень часто встречаются различные люмбализации, сакрализации, спина бифида, на которые, говорят, ну это вот даже рентгенологи, говорят, они иногда даже эту проблему не описывают, они говорят, ну это очень часто встречаемая аномалия, но с этим жить можно. И вот как раз с этим, с чем жить можно, иногда оно при появлении дополнительного какого-то причинного фактора, мы говорим как провокационного, провокатора, возникают те или иные проблемы. Вот, как раз один из основных факторов – это холодовой фактор. Далее это алкоголь, действие алкоголя, потому что этиловый спирт является нейротоксичным, то есть он воздействует на нервную клетку и на нервное волокно. И третий момент – это, конечно же, определенная гиподинамия, малоподвижный образ жизни, вот эти вот компоненты. И только потом, наверное, мы можем говорить о наличии инфекции. Но инфекция здесь затрагивает не пояснично-крестцовый, конечно, отдел позвоночника, не нервное волокно, а инфекции, они чаще всего гнездятся в урогенитальном тракте. То есть, если это касательно мужчины, то это уровень мочеиспускательного канала, уретра. Вот на этом уровне, только если далеко зашедший процесс, если, допустим, при наличии инфекции, которая передается половым путем, мужчина ходит вот так в течение длительного времени, это начиная там, от 3 месяцев и более, то возникают осложнения выше, вот как раз зоны предстательной железы, и чаще всего реагируют яички, то есть возникновение воспаления придатка яичка, орхоэпидидимиты. Такая категория пациентов есть, но она тоже встречается достаточно редко. Поэтому здесь можно сказать, что вот бывает, мы дифференцируем, бывают симптомы боли, связаны с наличием проблем с пояснично-крестцовым отделом, да? А вот при сдаче анализов, например, обнаруживается инфекция. Те же хламидии, те же микоплазмы генитальные, да? То тогда, соответственно, проблема-то вот этих болей не с инфекцией связана. Инфекция – это уже самостоятельный процесс, уретрит, да? И здесь лечение, оно такое, из нескольких компонентов состоит. Сейчас мужчины, они все спокойно информированы, то есть средства массовой информации, все читают, все, некоторые умудряются лечиться по интернету, и тоже это отдельная тема для разговора, лечение по интернету. Естественно, они самостоятельно у себя даже могут вызвать какие-то осложнения, затянувшийся процесс, потому что интернет зачастую тоже коммерциализирован, да? Там тоже сделан акцент на предстательную железу. Даже пациенты приходят, у меня простатит, я знаю, я вот там зашел в интернет, загуглил свои симптомы, и мне это выдало, что у меня это простатит.
Вот. Поэтому сейчас мужчины, они в принципе обращаются, и никаких тут смущений не возникает. Ну, все зависит еще от доктора, насколько он сможет войти в доверие к пациенту. Потому что вот у нас первоначальный прием, у нас на первичный прием отводится 1 час. А в амбулаторных условиях, поликлинических, да, в наших государственных учреждениях, да, сами врачи, конечно, в этом не виноваты. Это вот такие вот правила, таков имеющиеся, ну так скажем, требования, да. Там буквально это минут 15, может максимум, а то и 10 минут отводится на пациента. Я говорю, он за это время только, особенно пожилой человек, сможет снять штаны, опустить. Вот. Поэтому что тут можно... А мы как раз в течение часа выясняем все вот эти вот причинно-следственные связи. И поэтому уже в разговоре, в беседе, первый момент это, конечно, чтобы пациент уже проникся и он доверился доктору, потому что от этого зависит эффективность терапии. И далее уже объяснение вот возможных причин и те диагностические мероприятия дополнительные, которые необходимы, да, но для чего они. Зачастую бывает так, что доктор написал, молча выслушав пациента, что вам нужно пройти вот эти анализы и все. А для чего они назначены, с какой целью, что мы ищем, да? Потому что пациент, он должен непосредственно принимать участие. Потому что болезнь-то непосредственно его, в принципе, урологов в нашем городе хватает. Вот. Но кто как работает, это, конечно, уже на совести самих специалистов. Поэтому я говорю, я здесь не собираюсь критиковать своих коллег. Да? Вот. Я являюсь председателем Ассоциации урологов республики, поэтому я, наоборот, всегда стараюсь идти навстречу, советовать, оказывать помощь, пожалуйста, и образовательную. Вот нам буквально на прошлой неделе прилетали известные хирурги в России и даже за рубежом, да, они проводили мастер-класс по лапароскопическим операциям у сложных категорий пациентов с опухолью мочевого пузыря, с образованиями почек. Они проводили такие сложные лапароскопические операции. И вот как раз делились с нашими коллегами опытом именно в технике проведения вот таких вот сложных операций. Я сам на заре, так скажем, начала своей практической деятельности начал сталкиваться, что да, мы вот стандартно лечим простатит, и очень много у нас простатита. Если бы, допустим, я давал бы аналогичное интервью лет 10 тому назад, я бы сказал бы, да, у нас такие вот факторы имеются, да, и у нас очень много простатита. То сейчас, изучая эту проблему и понимая, что, ну, можно сказать, так вот даже такую провокационную речь сказать, да, что простатита нет на самом деле. Что причины, с которыми обращаются, совершенно другие. Да, инфекционный процесс имеет значение, но не значит, что этот инфекционный процесс вызвал простатит. Да, хотя есть определенные литературные данные, но это литературные данные. Нету еще таких посевов, доказывающих, что эта инфекция сидит именно внутри предстательной железы и вызывает вот эти вот определенные симптомы простатического характера. Потому что эта тема, она вот на самом деле, я участвую, посещаю очень много конференций, конгрессов, встречаюсь с коллегами, и тема простатита также актуальна, как и среди населения. Мы с коллегами эту тему всегда обсуждаем, и коллеги всегда делятся своими результатами научной деятельности, практической деятельности. И все приходят к мысли, что в основном-то симптомы это не являются именно простатическими. Очень много спортивных ребят уже, достаточно. Такие достаточно спортивные, нету никакого избытка жировой массы, да? Но проблема, я же говорю, пояснично-крестцовый отдел.
Поэтому ребята порой перегружают этот отдел, приседая со штангами, да, вот, делая такие силовые тяги. Потом у нас очень распространенный вид спорта, и, кстати, он очень травматичный, это масс-рестлинг. Ребята там тоже вытягивают, молодые ребята, пояснично-крестцовый отдел. У них возникают протрузии, начинающиеся грыжи межпозвоночного диска, различные варианты смещения. Поэтому это тоже создает определенный прецедент. Поэтому в этом отношении второй, наверное, момент, да, это вот как раз беречь свою спину, одним словом. Или там в летний период начинается там после зимнего малоподвижного образа, летом мы начинаем участвовать вообще в этом перетягивании палки, да, таскать там огромные бревна, строить там дом, да, и очень много там тоже происходит срывов спины. И тоже возникает вот такая симптоматика, такие проблемы. Причем под провокацией холодовым или же, еще раз говорю, алкогольным. Комфортность мужчины, она еще сказывается в регулярности сексуального удовлетворения. И вот это уже такой вот очень важный момент, но более такой, скажем так, ну, один из основных моментов, да, это вот регулярность половой жизни. И желательно, конечно, чтобы этот половой партнер был одним единственным. И цель, на самом деле, вот эта вот истинная цель, это найти человека, которому ты полностью, ну, доверяешь, любишь, ценишь, и у тебя регулярные сексуальные контакты, как в первый раз. Ну, я, может быть, это идеализирую, но к этому надо стремиться вот с одним единственным своим любимым партнером. Мужчина зачастую, он, конечно, полигамен, вот. К сожалению это или к счастью, но такова природа именно мужчины. Поэтому тут самое главное это предохранение. Поэтому тут все пациенты, которые у нас инфицированы, это всегда 100% это незащищенный секс. Это незащищенный секс, потому что, как правило, у женщины симптомы инфицирования, они протекают менее отчетливо. И не всегда девушки, женщины, они могут заподозрить у себя наличие инфекции. У мужчины это проявляется, в основном проценте сразу. То есть это выделение, это рези, изжение на фоне полного благополучия. Но есть всегда причина. То есть был незащищенный секс, и через определенное количество дней, в среднем через 3 дня, появляются симптомы уретрита, то есть симптомы воспаленного мочеиспускательного канала. Когда вот мы с мужчиной сидим, разбираемся, откуда же это могло возникнуть, почему. Оказывается, что мужчина буквально год назад или 2 года назад развелся. И этот развод он все равно переживает. И вот это является одной из причин. То есть психологический компонент, плюс дальше уже возникают те или иные органические изменения. Потом есть понятие, конечно, у сексопатологов, он часто звучит, как период сексуальной пустыни, когда на самом деле в браке муж и жена живут длительное время, у них уже их сексуальная жизнь не становится такой разнообразной, она становится более однообразной. Поэтому, вроде бы и надо, вроде бы нужно поддерживать интимную сторону, да, семейной жизни. И вот эти сексуальные контакты, они становятся менее эмоционально окрашены. Вот. И, соответственно, организм же не обманешь от силы возбуждения, если касательно мужчины, да, соответственно, сила эрекции, соответственно, хорошая эякуляция, то есть за счет эякуляции предстательная железа сокращается, выдавливает свой, выводит секрет, с который выходит с эякулятом, да? Мышцы работают хорошо, яркий окрас оргазма, оргастических ощущений. И вот это, конечно, оно влияет благоприятно на функцию предстательной железы. А когда этого не происходит, конечно, когда все это так, как говорят, обыденно, банально,
вот тогда, конечно, система начинает давать сбой. Это же и гормональный фон от этого зависит, ну, много очень факторов. Порой за расстройствами мочеиспускания, за нарушениями эрекции скрываются более грозные заболевания. Вот мы, например, диагностировали у пациента опухоли головного мозга. То есть фактически причиной вот этих расстройств мочеиспускания явилась опухоль головного мозга. А если бы мы ему лечили по проблеме расстройства мочеиспускания тот же простатит, то мы бы его и не диагностировали, потому что опухоль головного мозга, она же тоже не сразу проявляется, там головная боль и все. Вот, потом, допустим, эректильная дисфункция, нарушение эрекции, то с этим симптомом мужчина быстрее обратится, да, чем к кардиологу с признаками сердечной недостаточности или коронарной недостаточности или ишемической болезни сердца. И мы рекомендуем обычно пациентам с эректильной дисфункцией сделать электрокардиограмму. Они говорят, какое значение там ЭКГ и половой член имеет. А очень большое. Дело в том, что эрекция – это процесс сосудистый. То есть это за счет крови наполнения полового члена, крови наполнения кавернозных тел. И вот как раз вот эти вот сосуды полового члена, они в диаметре, да, схожи с коронарными сосудами. И если у мужчины возникли вот эти проблемы, дисфункции, и именно сосудистого характера, то значит у него есть такие же проблемы в коронарных сосудах, в сердце. Просто вот эта ишемия, ишемический процесс, то есть ишемия – это дословно недостаточность кровообращения, недостаточность питания кровью определенного участка, ткани, органа, да? Вот. И как раз мы тоже там сколько диагностировали такое прединфарктное состояние. Или у него был перенесен уже инфаркт миокарда, а он даже вот об этом не знал. Поэтому с этими симптомами, конечно, сразу надо обращаться. И хочу заострить внимание коллег еще раз на этом, да, своих, что вот с теми или иными симптомами обязательно не забывать выходить за пределы малого таза и все-таки обращать внимание на состояние и сердечно-сосудистой системы, и центральной нервной системы. Все зависит от своевременности обращения, от ранней диагностики и, соответственно, своевременно начатого лечения. А так я скажу, все лечится.